Всем привет! Их когда-то привез Петр I в Россию, а сегодня мы находимся на производстве. О чем это я? Я о макаронах. Мы сегодня находимся на фабрике макаронных изделий Татпотребсоюз. Меня зовут Александр Ледовских. Это погружение на 100. Поехали? Поехали! КПК Татпотребсоюз открыл производство макаронных изделий в феврале этого года. Это новый цех, обустроенный по последнему слову техники. Итак, мы находимся на первом этапе производства макаронных изделий. Что здесь происходит? Расскажу очень кратко. Здесь всего лишь два ингредиента смешиваются, а именно мука и вода. И это происходит вот здесь, и под прессом они опускаются в матрицу, где, собственно, уже превращаются в разные изделия. И надо будет обязательно спросить, почему же они такие вкусные, потому что всего два ингредиента. Да, обязательно спрошу. Далее макароны отправляются в сушильную машину. Цель – закрепить их форму. Это наиболее длительная и ответственная стадия технологического процесса, которая занимает 5-6 часов. От нее в первую очередь зависит прочность изделий. Так, во-первых, я походил по вашему производству, я впечатлен. Это во-первых. Во-вторых, мне очень интересно, как давно вы этим занимаетесь, как давно у вас это производство уже работает. У нас производство работает с 5 февраля. У нас сам рейс приезжал, открывал. После этого без остановки работаем. Выпускаем макаронные изделия разных видов. У нас 4 вида. Перья, спираль, вермишель, рожки. Здорово. А вот смотрите, у меня один вопрос. Очень простой. В ингредиентах всего два продукта. Мука и вода. Как так получается, что они очень вкусные? За счет чего это происходит? В основном зависит от качества муки. И у нас автоматическая фильтрация воды идет. Прямо здесь на производстве? Да, на производстве. А мука? Раскройте нам секрет. Что за мука у вас идеальная такая? Не будете. Я знаю, я вижу по глазам. Не надо раскрывать секретов. Это наше, это наше. А еще мне интересно, как много продукции вы делаете в день? У нас в сутки примерно 5-6 тонн выпускается. 5-6 тонн? А насколько мне известно, у вас 4 вида макарон, да? Какие? Да, 4 вида макарон. У нас вермишель, перья, спираль и рожки. Так, а где мы все можем их приобрести? Расскажите, пожалуйста, какая география у вашей продукции и в каких магазинах мы это можем купить? В районах магазинов Татпотребсоюз, там они продаются у нас. И в дальнейшем хотим выйти в сеть, большие рынки и расшириться. Все, идеально. Бегом в магазины за продукцией. Срочно за макаронами. Все. Я всегда мечтал, вообще, вот и думал, что все-таки я был итальянцем, потому что невероятная, классная, у них все-таки кухня. Паста – это прям мое. Вот, я могу о ней говорить. А вот у вас будут тальятелли, вот такие виды или нет? Или их можно заказать, это в дальнейшем разные виды можно сделать. И это нужно, чтобы у вас была новая матрица. Да, новая матрица, все меняется. Там можно разные виды, как сказать, ракушки, там, бантики, вот это все формы, они можно сделать. Но я думаю, что это же все будет правильно. Но я же надеюсь. Ну что, мы продолжаем знакомиться с производством, и меня поставили вот сюда. Я буду фасовщиком. Сегодня мне будет помогать Нафиса. Здравствуйте. Я Александр. Сейчас я буду вам мешать, либо помогать, не знаю, как получится. Но давайте попробуем, как у нас будет выглядеть. Самое главное, нужно будет 12 штук разместить в один пакет, то есть упаковать. Нафиса, как у меня получается? Пока вроде справляюсь, да? Да? Не, ну складывать я умею. Складывать мы умеем, конечно. Однажды мне деньги принесли в мешке. Надо было точно так же разместить их. Но это были не настоящие деньги. Фантики.
Да, вот так. Но самое главное, что при фасовке нужно еще и, конечно же, учитывать скорость. Скорость того, когда ты должен вот все это сделать очень быстро и, самое главное, очень качественно. Потому что станок работает быстро. Работает быстро. Надо успевать. Кажется, кто-то будет скоро уволен. Да. Нафиса, у вас когда-нибудь были плохие работники, напарники? Наверное, нет, да? Не было таких, которые халтурят, плохо справляются? Не было таких? Нет, напарник хороший. Всегда хороший, да? Макаронные изделия Казанского производственного комбината станут настоящей находкой для любой хозяйки. Готовятся они из пшеничной муки высшего сорта, что позволяет им прекрасно сохранить форму, они не развариваются и не слипаются. Финальная точка нашего сегодняшнего путешествия. Мы находимся на складе. Вот прямо здесь находятся 30 тонн макарошек. На этом все. Ну а если ты хочешь посмотреть этот выпуск, то подписывайся и заходи в наши социальные сети. До встречи!